Илишевское зерно отправляется в дальние плавания. По поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению экспорта зерновых культур «Вперед навигации» на участке Верхнемуштинского переката велись работы по дноуглублению участка реки Белой от деревни Азикуль Актанышского района Татарстана и до деревни Груздевка протяженностью 20 километров. Сюда не могли заходить класса 3000 тонн и 5000 тонн, и, соответственно, отгрузка зерна. Об отгрузке зерна невозможно было говорить. Замерили глубины, где ниже 4 метров, стали на перекате, стали добывать грунт, отгружать и вывозить его. 16 октября на причале Илишевского элеватора завершилась первая погрузка зерна на баржу водоизмещением 3000 тонн. Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что аграрии республики очень заинтересованы в этом проекте. Для сравнения, если это зерно мы повезем до Новороссийска, нам на 1 килограмм дорога встанет плюс 3 рубля, а кораблем это будет где-то рубль 20, рубль 30. То есть таким образом мы для наших аграриев цена будет дороже на 1500 рублей за тонну. Поэтому это, конечно, очень важное событие, когда эти деньги остаются именно в нашей республике. Пока на причале идет погрузка баржи, урожай 2019 года от илишевских, а также дюртюлинских хозяйств продолжает поступать в Илишевский элеватор. Всего заготовительные башни предприятия могут вместить более 100 тысяч тонн зерна. Крестьян фермерлік қожалығына бек шатлығы хал, и район ішінде бек шатлығы хал, республика ішінде бек шатлығы хал. Потому что уже элеватордан, турадан-тураға, шетелге башлық кетіп етінде. Біз әлі күнде бұдай көп кіна элеваторына кірттік орпа, көп кіна кірттік бетінде 3000 тонна орпа кірттік, 2000 тонна бұдай культурасы кірттік, 500 тонна рапас культурасы кірттік бетінде. Элеваторға кірттік. Қазір мына шушыннан бек яқшы етіп, мотор етіп, мына көріп тұрасы түйіп, шетелге ашықланы жібереміз. Баржа с ячменем на борту отправится в Иран и уже примерно через 12 дней окажется в конечном пункте назначения. Это событие поистине историческое, ведь сухогрузы класса река-море прежде передвигаться по внутренним водам Башкортостана не могли из-за мелководья. Зерно с Илишевского элеватора доставляли только до портов Астрахани или Ростова-на-Дону. Дальше приходилось пересыпать на большегрузные суда. Отныне это можно будет делать напрямую до иностранных портов. Планируем мы, получается, в этом году у нас уже заканчивается навигация. Со следующего года весной мы уже планируем отправлять прямым, то есть напрямую в порты Турции зерно продовольственное отсюда, с Башкортостана. Мы надеемся, что планируем, что в следующем году мы нарастим, я думаю, что поставку тысяч до 80-70 мы готовы будем отправить с республики. На встрече присутствовали партнеры из Турции, которые готовы закупать у Илишевского элеватора пшеницу для производства муки. В планах также наладить поставку зерна в страны Прибалтики. Кроме того, инвесторы планируют провести модернизацию элеватора и увеличить объем переработки зерна. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».